В начале заседания Кабинет министров утвердил программу создания единой системы государственных информационных ресурсов и базы данных. Ее цель – организация центра обработки и хранения данных, а также подготовка специалистов по информационной безопасности. Далее были внесены изменения в условия аренды дома отдыха «Дом творчества» имени Гулия, он же Литфонд. Арендатор теперь имеет право демонтировать пирс, пляжный корпус и спортзал и возвести на этом месте новые объекты, в числе которых лечебно-оздоровительный комплекс. Месяц тому назад утвердили новый договор о продлении договора до 50-го года с Энергоатомом. Я хочу отметить, что это очень ответственный арендатор. Все свои обязанности, возложенные на него в соответствии с договором, выполняются безупречно. Ведутся там большие серьезные работы, фактически они завершены по главному корпусу, там в 12 этаже все номера, все соответствующие строения приведены в порядок. В данном случае они хотят сделать новый пирс, то есть старый пирс, он действительно пришел в негодность. Правительство утвердило запрет на вырубку елей и пих для проведения новогодних праздников. Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль в этом направлении. Все структуры уже с ним знакомы. Работаем совместно. Есть первые результаты, несмотря на то, что распоряжение еще не вышло, работа уже ведется, есть первые задержания. Сейчас проводится подсчет ущерба для того, чтобы определить статус рассматриваемых дел в каком размере, в административном или в уголовном будет рассматриваться. Работа идет. Кабмин одобрил проект постановления о проведении переговоров и подписании соглашения между Абхазией и Сирией о взаимном учреждении торговых представительств. Представительства будут содействовать развитию торгово-экономических связей между странами. Члены правительства продлили запрет на добычу криптовалюты и ввоз майнинг-оборудования в Абхазию до 31 декабря 2023 года. Хорошая новость для молодых семей. Со следующего года будет увеличен размер социальных выплат по рождению ребенка. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается в размере 7 тысяч рублей на каждого ребенка, за которым осуществляется уход. Был размер 3 тысячи. При рождении ребенка один или оба родителя, которого работают, служат 22 тысячи рублей. Размер был 13,5 тысяч. При рождении ребенка, родители которого не работают, не служат, 17 тысяч рублей. Размер был 10 200 рублей. Правительство также внесло изменения в положение о лицензировании негосударственной образовательной деятельности. Речь идет о повышении качества образования, связанного с обучением водителей. В настоящее время экономические условия достигли уровня, позволяющего ввести требования по наличию учебного автодрома. Предлагаемые условия предусматривают как наличие в собственности учебного автодрома, так и возможность пользования его услугами на основании договоров. Уже проводятся мероприятия по обеспечению функционирования учебного автодрома для подготовки кандидатов в водители автотранспортных средств, на базе которого также планируется организация сдачи практических экзаменов. Проектом также предусмотрены дополнительные лицензионные требования, направленные на ужесточение требований по обеспечению качества образовательных услуг, выражающихся в обеспечении гарантированных положительных результатов сдачи профильных квалификационных экзаменов на уровне не менее 60%. От среднего числа лиц, допущенных к сдаче экзаменов. Вот число выявленных пьяных водителей. Перечень. Это все мы. Результат, знаете какой, да? Убитые люди, травмированные тяжело дети, горе в семье. Вот. Это мы, пьяные только, за рулем. Можно сколько угодно ругать МВД, службы соответствующие, разные другие, и профильные, и непрофильные. Но если мы сами себя не остановим, усилий ГАИ, усилий камер не хватит никогда.
сами себя не остановим. Вот маленькая девочка, 12 лет, министр занимался сутки, в Сочи направили сейчас, да? Недавняя автоавария в городе. Получила тяжелейшие травмы. И наши медики сделали все, что можно. Сейчас сочинские медики работают. Так, Эдуард Валерьянович? А причина какая? Кто-то поехал на красный свет. Я так... И в нетрезвом состоянии. Какие еще аргументы нужны? Министр здравоохранения Эдуард Будба выступил с предложением о создании оперативного отдела при Минздраве и службы хирургии катастроф на базе министерства, в связи с чем необходимо увеличить численность работников Минздрава. Члены правительства одобрили предложение. Минфин будет изыскивать финансовые средства для их реализации. Также была затронута тема организации штатной численности. Очень большое количество смежных ставок. В одной организации очень большое количество ставок одних и тех же работников в различных учреждениях районов. С другой стороны, предельное значение по фонду оплаты труда надо достигать. Но я откровенно скажу, что с учетом ежемесячных доходов по отдельным категориям, мы уже давным-давно обошли Южный федеральный округ. Давным-давно обошли. 6 ставок, 4 ставки, средняя заработная плата по категории врачи 34 тысячи рублей. 6 ставок, если получаешь, точно выше, чем средняя зарплата врача в Южном федеральном округе. Целиком. А это одно лицо получает. Поэтому это надо все привести в порядок. Российские коллеги сказали, для продолжения софинансирования приведите в порядок систему. Иначе мы остановим софинансирование. Так, Владимир Валерьевич? Именно так. Кабмин утвердил предельную численность аппаратов и размер денежных средств из республиканского бюджета на содержание министерств и ведомств Абхазии. Правительство также одобрило проект государственной целевой программы «Жилище-2025» и утвердило общедопустимый улов водных ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов. Кроме того, на заседании была принята программа сотрудничества Абхазии и России в области культуры. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.